Доктор Тумгоева благодарит каждого из своих пациентов, что согласились принять участие в терапии принятия. Безусловно, все вы проделали огромную работу и достигли за эти годы немалого успеха. Доктор надеется, что сегодняшний день поможет вам закрепить этот успех. К сожалению, сама лично доктор присутствовать не сможет, так как считает, что для достижения благоприятного эффекта вам необходимо абстрагироваться от привычной практики, дабы вы не воспринимали нашу сегодняшнюю встречу как очередной сеанс. Именно поэтому было решено сменить наши привычные белые стены на более свободную обстановку. И по этой же причине доктор посчитала, что будет правильным не самой провести сеанс, а прибегнуть к помощи третьей стороны, то есть моей. Не волнуйтесь, доктор достаточно детально ввела меня в курс дела. Также благодарю за предоставленный доступ к историям ваших болезней. Врачебная тайна – это святое, и я хочу сказать спасибо за оказанное вами доверие. Поверьте, доступ к этим файлам имеет только доктор и я, и никто другой. Однако, так как это групповая терапия, сегодня я попрошу вас поделиться частью своего прошлого с теми, кто пережил схожие с вашими травмирующие события и в какой-то мере способен понять вашу боль. Вы согласны, друзья? Хорошо, тогда начнем. Доктор ведь говорила с вами об истоках вашей травмы? Все началось со свадьбы. Не с вашей. С его, со второй женой. Мясо. Что-то вы мало поели совсем. Андрюша. Он холодный. Горячий принеси. Ложку и нож принеси, пожалуйста. Давайте вы тоже что-то. Давайте вы мясо.
мама там зайдет с медом. Поехал, я лег. Мама, пойдем, папину невесту привезли. Уйдите! Уйдите! Оставьте меня! Оставьте! Почему ты не мальчик? Почему ты не мальчик? Почему ты не мальчик? Почему? Почему ты не мальчик? Мама, пожалуйста, мама, вот привет. Все хорошо. Все, пойдемте. Потом? А потом я тихо встала, отряхнула платье и пошла услуживать гостям. А через 3 часа мне сообщили, что он мертв. И вы отчасти вините себя в его смерти, так как возненавидели его в тот день. Но лишь отчасти, я прав? Хорошо. Чуть позже мы вернемся к этому моменту. Итак, Адам. Кто он? Я его знаю. Его историю мы тоже услышим. Но сейчас я хотел бы поговорить с вами. Тоже с чего все началось? История короткая. Долго говорить не буду. Наркотики. Как это обычно бывает? Ты идешь в школу, кто-то старший тебе предлагает, и ты соглашаешься. Ведь старших же нужно слушать. Они плохого не посоветуют. Я предложил ему сок, а он взамен дал мне лишнюю дозу. Это было его спасибо. Что ж, коротко, но содержательно. Может, тогда расскажешь, почему ты обратился к психотерапевту? Эта история чуть подлиннее. Я всегда думал, что могу завязать, когда это действительно будет необходимо. А это оказалось не так? Нет, когда появилась действительно важная причина бросить, я не смог. В каком бы аду ты сейчас не был, помни, кто ты. Ты хороший отец и муж. У тебя есть любящая семья и дом, где тебя всегда ждут и всегда тебе рады. Ты достойный человек, правда. Не испортит. Прошу тебя. Держи это у себя в голове. Адам, пожалуйста. Возьми кошелек. Там ее фотография. Ты же обещал ей. Обещал, что будешь хорошим отцом. Ты поклялся на ее колыбели. Если совсем не вмоготу. Загляни ей в глаза и спроси,
хочешь ее потерять. Моя у меня девочка. Зейра, ку-ку, как ты? Зейра? Эй, а мы уходим на работу. Не позавтракаешь? Нет, я опаздываю. Эй, Ты в порядке? да, все хорошо. Ты весь потел и дрожишь весь. Все хорошо. Вернусь к ужину. Я пошел на работу. Адам, уже поздно, ты, наверное, задерживаешься. Ужин в духовке, если вдруг захочешь поесть. Мы с Зейрой идем спать. Ты не пришел ночью. Сейчас утро. Где ты, Адам? Сейчас 3 часа дня. Через час я звоню в полицию. Ответь, пожалуйста. Адам, пожалуйста, ответь. Ты не на работе, я знаю. И я не хочу звонить в полицию, но вдруг, если у тебя... Алло. Алло? Ты еще не звонила никуда? Нет, не звонила. Хорошо, я сейчас приеду. Никуда не звони, я сейчас приеду. Она всегда будет. И мы будем... Привет. Привет. Почетные грамоты из рук главы Ингушетии получили сотрудники национальной телерадиокомпании. Что смотришь? Адам, давай поговорим. Адам, пожалуйста. Тебе нужна помощь. Какая? Какая помощь? Тебя спасать надо, понимаешь ты? Психолог? Общество анонимных наркоманов? Ты понимаешь, у таких, как я, только 2 варианта. Либо в психушке всю жизнь в смирительной рубашке, либо я сам с этим справлюсь. Ради вас, ради тебя и нее. Ты же сама этого не хочешь. Быть женой наркомана не так страшно, как когда об этом знают все. Адам, пожалуйста. Прости, я стараюсь. Я стараюсь, чтобы вас это не касалось. Это ведь уже много, разве нет? А может и правда, наркоманов бывших не бывает. Скажи это. Зачем, не понимаю. Сколько раз ведь уже говорил. Просто скажи. Я обещаю. Я клянусь, что в этот раз был последним. Правда? Ты обещаешь? Я знаю, что на кону. Я очень устал, я пойду спать. Я не хотел тебя будить. Ты спала. Она голодная, хотел ее накормить.
рядом, но мы уже час едем. Ну скажи, куда? Адам, что это за место? Где это мы? Это здесь ты? Зачем ты меня сюда привел? Тебе останется завязать последний узел. Нет, Адам, не проси меня, пожалуйста. Я не смогу этого сделать. Яна, мы же со школы вместе. Я не хочу вас потерять. Пожалуйста. Ты сделаешь это для меня. Теперь уходи. Вернешься через 2 часа. Если через 2 часа все будет плохо, то просто уходи.
Врачи говорят, что все будет хорошо. Соседи вовремя вызвали скорую. Ты знала? Он хороший человек, правда? Просто... Все хорошо, да? Он жив. Скоро поправится, проснется. Больше к этому не притронется, да? Все мы совершаем ошибку. Адам сильный. Сильный мальчик. Он выкарабкается где-то. Вам, молодым, напутствие. Аллах посылает нам испытания. Главный вопрос, как мы с ним справимся. Это определяет от сильного человека. Ты должен быть сильным. Ты прошел через испытание, и тебе дан второй шанс. Это еда. Это люди, которые тебя окружают. Это девушка, которая связала свою судьбу с тобой. Это ребенок, который появился на свет. Береги их. Благодари Всевышнего за все, что Он тебе дал. Это по работе, мне нужно ответить. Алло. Я бы хотел заказать номер. И хуже всего в этой истории не то, что ты ужасный человек, готовый ради дозы на все, а осознание того, что с таким чудовищем будет расти твоя дочь. Порой я думаю, как бы все могло сложиться, пойди я в школу другим путем. Мне трудно догадаться, кого вы вините в этом случае, правда? Перейдем к вам. Сколько вы уже лечитесь у Тумгоевой? 9 лет в октябре будет. 9 лет? Что можно лечить 9 лет? Душу. Ты не знаешь, что я пережила. Ты не видел, какой я была, когда меня нашла доктор Тумгоева. О, здравствуйте. Вы, наверное, к моему сыну пришли. Он сейчас придет. Вот я его тоже выжидаю, встаю. Присядьте. Пока его нету, пообщаемся.
Мне Всевышний его послал в утешение за все мои страдания. Мне, знаете, мне хочется бесконечно о нем говорить. Он умный, грамотный, начитанный, без особых таких, обычный мальчик. Только про отца не говорите. Эта тема у нас закрытая. Мы о нем не говорим, эта тема у нас запретная. Мы наложили табу еще 3 года назад. Не хотим. Говорите о чем угодно, задавайте любые вопросы, но отца не трогайте. После той аварии, мы после этой аварии остались с ним одни друг от друга. Знаете, ему было всего лишь 6 лет. Он был совсем маленький, но все понимал. Он все понимал, понимаете, он понимал все. Но он... Когда его отец, уставший, приходил с работы, он долго играл с ним. Он радовался его успехам. Он так вот слушал его. И они очень долго играли. Им было очень интересно и весело вдвоем. Он сумел себя перебороть. Он не расквасился, как обычно дети делают. Он не стал бегать в двери искать папу. Он не стал звать его по ночам во сне. Он смирился, он понял. Он весь такой правильный. Я стараюсь сделать из него достойного мужчину. Но у меня это плохо получается. Я женщина, я не знаю мужскую психологию. Ой, куртку забыла. Ой, как я упустила, как я не могла понять, что он ушел в такой мороз без куртки. Там же так холодно. Что же с ним сейчас будет? Мой мальчик замерзнет. Как так можно было? Как я не доглядела? Слышите, подъехала машина, кажется, это он. Там скрипят тормоза у нее всегда. Нет, это не он. Это не он, опять не он. Это не он. Так что придется нам его еще ждать. И неизвестно сколько. Приедет. Приедет, конечно, приедет. Зачем я все это говорю? Зачем это все? Зачем я так за него переживаю? Вы, наверное, думаете так. А вы подумайте, каково это? Взять на руки маленькое беззащитное существо, которое ничего не знает об этом мире, так нуждается в защите, в опеке. Ну, поймите же, он так смотрит вам в глаза и так надеется на вашу заботу. И так слепо вам доверяет. А ты что сделала ты, чтобы завоевать это доверие? Да ничего ты не сделала. Ничего, все с моим сыном будет хорошо. Я вам чай напою, а то мы тут заболтались. Я вообще говорю неизвестно о чем. Сейчас будем пить чай, пока сын не пришел. Сейчас мы будем пить чай. Пусть видит, как мы его встречаем с горячим теплым чаем. Да. Кажется, он идет. Слышите шаги? Кажется, он идет. Нет, не он. Это не он. Нет, а он же сейчас придет, а тут у мамы ничего не готово. Уходите. Он сейчас придет. Уходите. Давайте, уходите. Быстро.
Вейсел, уходите же! Мне ж сына надо встречать! Уходите, уходите! Надо сына встретить! Он сейчас придет. Он придет, мой мальчик. Конечно, придет, мальчик, придет. Вон шаги слышно. Вот, сейчас зайдет. Зайдет. А ты не ушел, да? И не уходи. И мне будет не так одиноко. Вот так мы с тобой его 3 года и ждем. Но мы дождемся. Он обязательно придет. Обязательно вернется. Обязательно. 9 лет в попытках выйти из мрака отчаяния. Мне не представить, сколь велико ваше горе. Мой сын для меня был светом в этой жизни. И то, что он мертв, я не могла признать. Я знаю, что он мертв, но я не хочу в это верить. Простите. Все в порядке. Аслан? Аслан? Я все слышал. Ты не мог бы... Знаю, это трудно. Это все похоже на... Знаю. И все же. Я не могу. Тогда прости. Я прочитаю заметки доктора. Нет. Это заметки из твоих слов. Да и потом. Какая разница, верно? Итак, мне не холодно. Не могу пошевелиться. Тело будто онемело. На груди тяжело. Словно там что-то давит. Непонятно что. Вам полегчало от того, что вы рассказали? Вы с кем-нибудь общаетесь? Что? На работе или с родственниками? Нет. Друзья? У меня нет друзей. Совсем или не хотите о них говорить? Может, девушка или родителей? Время, доктор. Спасибо. Аслан. 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 Как ты? В порядке. Ты что-то... А что ты за квартал? Возьмешься? Извини, сегодня не успею. А, да, пятница же. О чем-то задумались? Пытаюсь угадать ваш следующий вопрос. И как? Получается? Не знаю, попробуй. Вы пьете? Нет. Хорошо. Как вы сегодня? Попробуйте угадать. Снова плохой сон? Вся моя жизнь словно кошмарный сон, доктор. Может, тогда попробуем? У нас есть прогресс, доктор? Мы достигли хоть чего-то?
Вы верите, что я хочу вам помочь? Если хотите, можем закончить на сегодня. Нет, давайте продолжим. Как? В порядке. Можете рассказать о каком-то событии, о чем сами хотели бы рассказать? Не думаю. Или последнее яркое воспоминание? Или, может быть, что-то необычное для вас лично с последней нашей встречи? Я придержал двери для одной женщины. Да так, мелочи. Это уже что-то. Обычно не делаете такого? Нет. Я вижу ее каждый день, когда ухожу. Она работник? Нет, не думаю. Наверное, навещает кого-то. Вероятно. Наш сеанс заканчивается в то же время, что и часы посещений. Да, видимо. Вы с ней говорили? Я только сейчас понял, что даже не помню лица ее. При том, что видите ее после каждого нашего сеанса. Да. Это неплохой шаг, Аслан. Социальные контакты в данный момент для вас первичная потребность. Может, еще что-то необычное? Нет. Обычный день сурка. Спасибо, второй раз меня выручаете. Тоже родственник. Как доехали? Не помню. Недосып является главной причиной ухудшения памяти. Я думал, вы так скажете, доктор. Зачем? Ты и сам это понимаешь. Были какие-то изменения с нашей прошлой встречи? Я с ней заговорил. Вернее, она сама со мной заговорила. Та женщина? Да, она очень добрая. Вы поняли это только по одному разговору? Это видно в людях. У нее здесь сын лежит в коме. Она его навещает. Сеанс окончен. Что? Время. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Как он? Врачи говорят стабильно, а я не знаю, хорошо это или плохо. Он на вас похож. Спасибо. Удачи. Здравствуйте. Это ваш пациент. У вас тут закрыто? Я так понимаю, сегодняшний сеанс отменяется? Ладно, я поехал домой тогда. Аслан? Здравствуйте. Я тебя раньше не видела. Ну, в это время. Мой психолог устроил себе выходной и не сказал мне об этом. И на звонки тоже не отвечает. Очень жаль. Да. Я думал уехать, но забыл, где припарковал машину. Бывает. Вы к сыну? Да. Хотите со мной? Да. Почему бы и нет? Пойдемте.
Сынок, Аслан, я столько лет жду тебя, пока ты вернешься. Доктор! Доктор! Сегодня свой день рождения отмечает наш Аслан. Ему 32. Да, ура! Мама, не переживай, скоро проснется, все будет хорошо. Давай петь! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Мы съели торт без тебя, но в этом году мы надеемся, что ты проснешься. Аслан, надеюсь, ты когда-нибудь посмотришь это видео. К сожалению, в этом году твой день рождения мы отмечаем без мамы. Мама ушла навсегда. И знаешь, мама очень хотела, чтобы мы были рядом. Мама верила. Нам реально тяжело. Пожалуйста, если ты меня слышишь, проснись. Добрый вечер, Аслан. Думаю, нам есть о чем поговорить. Провести 15 лет в ловушке собственного разума, в вечном непрерывном кошмаре, чтобы проснуться и погрузиться в новый. Незавидная участь. Но, думаю, для вас главной жертвой в этой истории являетесь не вы сами. Я прав? Представь, каково ей было стоять у моей кровати и ждать, пока я проснусь. И умереть, так и не увидев, что я все-таки вырвался. Что вы смотрите? Ты же сам в этом виноват, разве нет? Да, я совершил ошибку. Я в этом виноват. Зачем она должна была страдать? А когда ты бухала, она не страдала? Слова наркомана? Посмотрю я, кем станет твоя дочь, когда она вырастет. Тихо, друзья! Пора бы уже понять, что за наши ошибки часто страдают другие люди. И последний человек, чью историю я хотел бы послушать,
Яркое тому подтверждение. Коллега? Давайте сами. У вас же есть папка. Прочтите. Марина, не обманывайте меня. Мы оба знаем, что вы сильная женщина. Рассказывайте, с чего все началось? Больница. Мы не берем никакие передачи, потому что человек лежит, болеет. Пациент лежит под ИВЛ. Понимаете? Ребята, сейчас некогда ваши фрукты, передачи носить. Объясните нам, в чем суть, в чем причина, доктор, объясните нам. Отек легких. Человек, пациент лежит под аппаратом ИВЛ. Он лежит в реанимации, а вы мне тут со своими фруктами. Доктор, ну пожалуйста, передайте маме фрукты. Пожалуйста. Марина, отнеси ее, пожалуйста, в реанимацию. Что это за таблетки? Я сейчас принимаю для похудения таблетки, их нельзя смешивать. У вас температура, вам положено. А можно мне врача вызвать? Я врач. Нет, был мужчина, высокий такой. Не выпейте, умрете. Ты еще здесь? Похвально, похвально. Адам, у нас, кажется, палата освободилась, 207-я. Можно я туда свою дочку положу? 207-я, это же реанимация. Неужели все так плохо? Давай попробуем в общее. Общая занята. Ладно, давай посмотрим, что можно сделать. Ее же все равно надо продезинфицировать. А куда ты? Не видишь, что ли? Вижу, и что? Ну, одень маску. Мне неудобно в ней дышать. Ну, будем стоять тогда. У меня есть эта маска, я из-за принципа ее не надену. Ну, просто выйди отсюда. Может, вместе выйдем? Ну, выйдем, ну и что? Подожди, я тоже... Давай, попробуй, ну, что ты мне как сделаешь? И всех что он Давай страшный? выйдем тогда. Давай выйдем, давай хоть... Всем привет! А, Фатима, привет! Когда увидимся? Когда-нибудь. Ладно. Мы на карантине бездельничаем. Она тоже. Ты дура? Тебя не видно. Там мое лицо видно. Не видно.
Отдай сюда. Не надо мне показывать. Ты чокнулась? Из-за этой больной нас как чумы боятся. Мам, все в порядке? Доктор, можно я не буду принимать эти таблетки? Я когда их принимаю, я засыпаю. А ко мне сын приходит, когда я сплю. Я его давно не видела. Не выпьешь, умрешь. А сын? Сына предупредим, чтобы пришел в другое время. Обязательно не забудь выпить. Женщина с общей палаты постоянно про сына спрашивает. А, такая странная. Ой, бедняга умер. Мы ей не сказали из-за того, что она будет истерить. Адам, там какой-то старик все время жалуется на сердце. Они все время жалуются, ноют и ноют. Ясмина, ты домой идешь? Она что, заснула? Пошли домой. Ты не устала? Лечишь их, лечишь. Они все жалуются, вылечатся, скажут, так и было. Сдохнут, скажут, мы убили. Не успеешь одну партию, приходит вторая партия, все прибывают. Адам, что там насчет палаты? Да ты меня слышишь вообще? Нам тут трупы складывать негде. Кто там? Вас вызывают срочно. Сейчас иду. Ладно. Посмотрим, что можно будет сделать. Ты здесь? В этом доме? Ей сегодня стало хуже. Даже с постели не встала. Ты довольна? Почему не улыбаешься? Ты живешь в доме моего усопшего мужа. Он жизнь положил, чтобы вы с моим сыном имели крышу над головой. А ты приносишь эту заразу в дом и убиваешь его детей. Девочка улыбается тебе в лицо, а потом задыхается от кашля, когда ты выходишь за порог. Смотри мне в лицо, хотя бы когда я с тобой разговариваю. Ты убиваешь мою семью. Оторвись от своей работы хоть раз.
Посмотри, что творится в нашем доме. Дали уже 3-й экзамен пропустила. Ведь она же золотая медалистка. Залина все время разговаривает с какими-то парнями в телефоне. Про нее даже слухи ходят. Ты убиваешь все. Ты родила моему сыну слабеньких девочек. Ты довольна? Кому теперь это все достанется? Кто приведет сюда невесту? Эх. Залина? Адам Агамедович, сатурация ниже 50. Быстро в реанимацию подключите к аппарату ИВЛ. Быстро, быстро, быстро. Что значит? Ты летишь, мам? Останься здесь. Марина. Марина. Мы сделали все, что могли. Нет! Нет, нет, нет! Мне очень жаль. Ах, тебе жаль. Тебе жаль. Мы сделали все, что могли. Сколько раз я просила палату! Где моя девочка? Где моя девочка? Где моя девочка? Где она? Где моя девочка? Где моя девочка? Где она? Ай, где она? Где она? Где моя девочка? Дайте мне к ней пройти, дайте. Это ужасно. Я соболезную, как и все, кто присутствует. Безусловно, история весьма трагичная. Но ведь это не то, с чего все началось. Вы ведь обсуждали это с доктором? Тогда я хотел бы обратить ваше внимание на одном моменте.
смерть вашего мужа. Также смерть вашего сына и вашего мужа. Но для начала я хотел бы спросить вас, Адам. Вы помните лицо человека, который дал вам, 11-летнему ребенку, вашу первую дозу наркотика? Нет. Нет, я не помню. Разумеется. 15 лет в коме. Сомневаюсь, что вы хоть что-то помните. Иначе бы вы давно поняли то, о чем другие уже догадываются. Было потрачено немало времени и сил, чтобы собрать вас всех вместе. И на то есть веская причина. Не могли бы вы сказать, как умер ваш муж? Авария. Ваш сын? Авария. Авария. Нет, я тогда... Были пьяны и сели за руль. И отняли этой ошибкой жизни 3 человек. Вашего сына, вашего мужа и отца ваших детей. Нет. Это кошмар. Это снова... Спокойно, Аслан, спокойно. Посмотрите на их лица. Вы видите в них гнев? Они должны бы, конечно. Вы возненавидели своего мужа за то, как он вас унизил. Но он умер, и вы отчасти винили себя в его смерти. Однако за годы ваш мозг решил, что лучше найти стороннюю фигуру для обвинения и ненависти. И доктор Тумгоева поспособствовала вам в этом. Им стал убийца вашего мужа. Вы избрали путь отрицания, что говорило о вашем глубоком отчаянии. Разумеется, нельзя было позволить прогрессировать вашим иллюзиям. Это прямой путь к безумию. Вы должны были принять его смерть. Но этой монеты 2 стороны. И это невозможно было бы сделать без жгучей ненависти к его убийце. А вы и сами хорошо справлялись. Вопрос, что вы задавали себе каждый день после ее смерти. А что было бы, если бы он был рядом? Как бы все обернулось? Вслед за этим неизменно следовал второй вопрос. Вопрос, который задавали все вы. А что сейчас делает его убийца? Что ж, вот он. Что, ни ярости, ни гнева? А знаете почему? Ты жалок. Они знали, что ты жив. Знали, что ты на свободе. Вот только в дальнейшем новостей им не сообщали. И они думали, что ты где-то там. Пируешь, гуляешь и веселишься, пока их мужчины покоятся в могилах. Но теперь, когда они видят, в кого ты превратился, видят в твоих глазах весь тот ад, что ты пережил, в их голове только одна мысль. Месть свершилась. Вы можете больше не бояться этих людей. Ваш ад уже пройден. По крайней мере, в этой жизни. Друзья, объявляю сеанс терапии принятия закрытым. Благодарю, что решили поучаствовать. Надеюсь, вы больше никогда не пересечете порог нашей больницы. На этом я прощаюсь. У вас лихорадка. Никто не звал и не ждал,
объявленной этой войны, сотни жизней миг забрав, в мире нету страшнее беды. Но встают, не боясь, на пути люди в белых халатах, врачи, и хотят они больше спасти, и твердят они: только живи, ты только живи, ты живи. Спасибо вам за ваш бесценный труд. Спасибо сестрам и врачам, вам свыше воздадут. Спасибо вам за ваш бесценный труд. Спасибо сестрам